Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшихшара. Сегодня президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад выразил соболезнования президенту Раулю Хаджимба в связи с трагической гибелью премьер-министра Геннадия Гагулия. С глубоким прискорбием получил весть о гибели премьер-министра вашей страны господина Геннадия Леонидовича Гагулия в ужасной автокатастрофе, которая произошла во время исполнения обязательств и участия вместе с вами в историческом визите в Сирийскую Арабскую Республику. Мы со скорбью вспоминаем погибшего. Он отличался исключительными качествами, которые проявились и во время вашего успешного визита, нацеленного на укрепление дружественных отношений и сотрудничества между нашими странами, который привел к подписанию множества плодотворных соглашений. Хотел бы выразить вам и дружественной стране, и в вашем лице семье погибшего самые искренние соболезнования и пожелания мужества и терпения, отметил Башар Асад в своем соболезновании. В адрес Рауля Хаджимба поступили соболезнования от президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова, президента Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского, президента Республики Арцах Бако Саакяна, от главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова, президента Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина, министра России по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарева, члена Совета Федерации Федерального собрания Таймураза Мамсурова, губернатора Ростовской области Василия Голубева. В адрес временно исполняющего обязанности премьер-министра Республики Абхазия Даура Аршба, а также в адрес правительства, родных и близких Геннадия Гагулия поступают соболезнования в связи с трагической гибелью премьер-министра Геннадия Гагулия. Слова соболезнования в кабинет министра в Абхазии направил заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Гордеев, руководство Торгово-промышленной палаты Приднестровской Молдавской Республики и Союза торгово-промышленная палата города Сочи. Слова поддержки также выразил Ганский фонд регионального развития в лице Сергея Котова-Дарти. Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Мутков выразил слова соболезнования временно исполняющему обязанности премьер-министра Республики Абхазия Дауру Аршба. В Дамаске проходит панихида памяти Геннадия Гагулия. Об этом сообщается на сайте ТПП Республики Абхазия. Организаторы церемонии — Ассоциация черкесов Сирии АДГХАСы, семья покойного Уалида База Маршан, представитель ТПП Абхазии в Сирийской Арабской Республике Низар Аль-Джаббан и находящиеся в Дамаске сотрудники ТПП Абхазии. Участники панихиды имеют возможность выразить свои соболезнования в книге памяти. В ТПП Абхазии поступают телеграммы, письма и звонки с соболезнованиями от коллег и друзей со всего мира. Соболезнования поступили от руководителя ТПП Приднестровья, Кабардино-Балкарской республики и других республик. Письма соболезнования поступили от замминистра торговли Республики Сербская и руководителей ТПП этой республики, от Союза частных предпринимателей Болгарии и многих-многих других. Соболезнования пришли также от представителей ТПП Абхазии за рубежом, полномочного представителя МИД Абхазии в Германии Хиблы Амичба, от представителя Сирийской Арабской Республики, от официального представителя палаты в Италии Вито Гритани. Сегодня в течение всего дня в посольство Абхазии в России приходили люди, чтобы оставить запись в книге соболезнований, открытой накануне. Сюда пришли член Совета Федерации России Арсен Каноков, советник-посланник посольства Джибути в Москве Харби Муса, постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов и многие другие. Соболезнования выразили временный поверенный Республики Никарагуа в России Альба Торрес и посол Южной Осетии в России Знаур Гассиев. В адрес посольства продолжают поступать телеграммы соболезнования. Премьер-министр Геннадий Гагулия погиб 8 сентября в дорожно-транспортном происшествии близ Гудауты. Глава правительства будет похоронен завтра, 12 сентября, в Гудауте. Этот день указом президента объявлен траурным. По решению Госкомиссии по организации похорон Геннадия Гагулия официальная церемония прощания состоится 12 сентября с 11 до 14 часов в Доме культуры города Гудаута. Геннадию Гагулия было 70 лет. Геннадий Леонидович Гагулия родился 4 января 1948 года в селе Лохны Гудаутского района. В 1972 году окончил строительный факультет Белорусского политехнического института. В 1986-1991 годах
был председателем Гудаутской районной потребительской кооперации. В 1991 году был назначен председателем Государственного комитета по внешнеэкономическим связям Абхазской АССР. В 1992 году, в начале Отечественной войны народа Абхазии, Геннадий Гагулия был назначен на должность заместителя председателя Совета министров Абхазии. Во время войны, по поручению главнокомандующего Владислава Ардзинба, Геннадий Гагулия занимался вопросами снабжения фронта и тыла всем необходимым. После окончания войны в 1995-1997 годах был премьер-министром Республики Абхазия. С 1997 года являлся помощником депутата Государственной Думы Российской Федерации. В 2002 году Геннадий Гагулия возглавил Торгово-промышленную палату Абхазии. В 2002-2003 годах вновь занимал должность премьер-министра. В 2003-2004 годах был руководителем администрации президента Абхазии, а с 2005 по апрель 2018 года возглавлял Торгово-промышленную палату Абхазии. 24 апреля 2018 года указом президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба Геннадий Гагулия был назначен на должность премьер-министра Абхазии. Как мы уже сообщали, по факту ДТП, в котором погиб премьер-министр Геннадий Гагулия, в отношении водителя автомобиля ВАЗ-2109 Хаджарата Тарсман возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 263 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Тарсман задержан и водворен в ИВС. Ранее Гудаутским районным судом был рассмотрен административный материал, и Хаджарат Тарсман задержан на 15 суток. Сегодня орган предварительного расследования, а это Следственное управление Генпрокуратуры, обратился в Сухумский городской суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения Хаджарата Тарсман под стражу. И сегодня же Сухумский городской суд принял решение оставить под стражей Хаджарата Тарсман до 8 ноября. На данный момент, по информации исполняющего обязанности помощника генерального прокурора Абхазии по связям с общественностью Даура Амичпа, известно, что Тарсман Хаджарат Зурикович, 1996 года рождения, житель села Звандревш Гудаутского района, был ранее в 2017 году судим за нанесение телесных повреждений средней тяжести и осужден условно на 3 года с испытательным сроком на 2 года. Близкие друзья Геннадия Гагулия, все те, кто был знаком и имел честь работать с ним, с большой скорбью восприняли весть о гибели Геннадия Леонидовича. Они говорят о том, какую невосполнимую потерю понес весь народ Абхазии. Мы с Геннадием Леонидовичем были одноклассники, учились во 2-й средней школе. Могу сказать, что за время учебы он, знаете, каждого парня молодого своя жизнь, но он, это откровенно надо сказать, очень хорошо учил, особенно математику. Математику он знал просто шикарно. И вот до конца, пока мы с ним учились, он в математике был один из ведущих не только учеников нашего класса, но и школы. Он всегда себя показывал как специалист, который вокруг себя может организовать людей. Вот взять войну. Во время войны, вот здание райисполкома нашего, он там на 2-м этаже имел кабинет. Но он обеспечил, вот за время войны я не слышал, что претензии какие-то были его по обеспечению тыла и всех вот структур наших. Я к нему 100 раз приезжал, помогал он нашим, вот моим казакам, воевали. Мы боевики у него часто собирались, часто. Он, кроме помощи, никогда я не видел, чтобы он кого-то там обругал, кто-то неправильно сказал. В этом отношении был очень порядочный человек, очень порядочный. Могу сказать четко и ясно, что большущую лепту, огромную лепту он ввел в победу нашего народа над нашими злейшими врагами. Для меня был он мой друг, брат, вот так вот наши взаимоотношения были такие. Но прежде всего он был руководителем нашей республики. Структура сегодняшнего кабинета министров, это была его структура, которую он создал в 5-м году. 95-м. Да, в 95-м году. Возглавил он очень важно торгово-промышленную палату. Вот тут я вам скажу, что для нашей республики, для ее признания, было лично с его стороны сделано очень много. Очень много. Тут сейчас вот говорят, там Сирия там и так далее. Нет, вы представляете, что отделение торгово-промышленной палаты было сделано в Америке, в Нью-Йорке. А сколько раз, когда они приезжали, выставляли свои
свою продукцию Абхазии там, и так далее, и сколько было гонения, там, чтобы убрать, там, чуть ли не это самое, закрыть, там, выступали некоторые. Все равно он продолжал, но этим самым потихоньку люди нас узнавали. В государстве стоит и флаг, и продукция, и написано, что это Абхазия, это совсем другое дело. Люди уже знали. И все это его заслуга. Мы сегодня прощаемся не только просто с гражданином Гагулия. Это нынешний действующий премьер-министр, который погиб на своем посту. Мы хотим его провести достойно. И очень символично, что сегодня его проводы в Гудаутском районе в Доме культуры, потому что он родился здесь, он учился здесь, он работал здесь. Геннадий Леонидович один из самых опытных и уважаемых абхазских руководителей. В нынешнем составе правительства он, конечно, не был самым молодым человеком, однако его энергии, его деятельности, динамичности, его решений, контактов, поступков мог позавидовать любой молодой руководитель. Первые слова, которые приходят сейчас, это слова о том, что мы понесли тяжелую утрату. Абхазия, ее народ понес тяжелую утрату в связи вот с таким трагическим уходом Геннадия Леонидовича Гагулия, вся деятельность которого была посвящена развитию Абхазии. Вклад Геннадия Леонидовича в формирование положительного имиджа, положительного образа нашей страны за рубежом, на внешнем пространстве очень трудно переоценить. Уровень его контактов, его умение находить общий язык с самыми разными людьми, он достоин всяческого уважения. Мне кажется, что Геннадий Леонидович на каждом этапе своей жизни отличался тем, что он прекрасно чувствовал время, в котором находится. Это касалось его лично, это касалось его отношения к стране, к той области, которой он руководил. Кроме того, можно вспомнить о деятельности Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия. Не побоюсь этого слова, это, очевидно, самая динамичная, самая упорная, целеустремленная по своей деятельности Торгово-промышленная палата на постсоветском пространстве. Количество контактов, интенсивность, уровень этих контактов говорят сами за себя. Геннадий Леонидович был очень требовательным человеком, прежде всего к себе, а также к своим подчиненным, к тем, кто обязан был выполнять принятые решения. Он никогда не ставил во главу угла в своей деятельности желание высказаться, покрасоваться на экранах. Это был человек, ориентированный исключительно на достижение результата. А результаты эти были нацелены на одно – продвижение и развитие нашей страны. Политические и общественные организации страны выражают народу Абхазии и членам семьи Геннадия Гагулия соболезнования в связи с его трагической гибелью. Соболезнования поступили от республиканских политических партий: Форум народного единства Абхазии, Амцахара, политическая партия АПСНА, Народная партия Абхазии, Республиканская общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии АРУА, Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, от многих других общественных организаций, министерств и ведомств республики. Мы скорбим вместе с родными и близкими по случаю тяжелой утраты. Весть о трагической гибели Геннадия Гагулия была тяжело воспринята всем обществом, и мы все разделяем вашу горечь утраты, отмечается в частности в соболезнованиях. К другим темам. По факту совершенного накануне разбойного нападения на отделение Сбербанка Абхазии в столице следственным отделом УВД по городу Сухум возбуждено уголовное дело по пункту Б части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Абхазии «Разбой, совершенный в целях завладения имуществом в особо крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба МВД Республики. Принятыми оперативно-розыскными мерами установлен автомобиль, на котором скрылись преступники. Впоследствии он был обнаружен в Сухумском районе. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к данному преступлению.
Десант российской военной базы Южного военного округа в Абхазии поддержал морскую пехоту в учебном бою. Как сообщает пресс-служба ЮВО, в рамках проведения двустороннего ротного тактического учения тактический воздушный десант российской военной базы Южного военного округа в Абхазии высадился на прибрежной линии полигона Нагвалу в целях поддержки морской пехоты Черноморского флота. Тактический воздушный десант обеспечил прикрытие морпехов в момент их десантирования в район учебно-боевой операции. Кроме того, в ходе десантирования прикрытия войск обеспечили боевые вертолеты К-52 «Аллигатор». Двусторонние учения в воинских частях ЮВО проводятся в период с 20 августа по 15 сентября. Ежедневно в Абхазии в них принимают участие свыше 1000 военнослужащих базы и задействовано более 300 единиц военной техники. В августе был побит рекорд по количеству машин, пересекших границу между Абхазией и Россией на пограничном пункте Адлер. Об этом сообщает автомобильный портал Кубани «За рулем». Суточный рекорд проезда по авто и железной дороге составил более 57 тысяч человек и около 9300 авто и других транспортных средств, пересекших границу в обе стороны. Всего в течение августа из Сочи в Абхазию и обратно проехали около 1 600 000 человек и около 270 000 единиц транспорта. И в завершении выпуска на погоде. По сообщениям Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. Однако ночью и утром дождь, возможно гроза. Температура воздуха ночью 14-19, днем 23-28 градусов. Температура морской воды 26 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.